Здравствуйте, в эфире телеканала Осетия Рештон. Программа «В итоге». Расскажем обо всем, что произошло в республике за неделю. В студии Вячеслав Музаев, и в начале выпуска коротко о главном. На первом этапе планируем мы выполнить работы по запуску фудкорта, колеса обозрения и канатной дороги. Продолжается строительство самого большого в Северокавказском федеральном округе всесезонного рекреационного комплекса «Алания Парк». Сейчас завершают первый этап. Подробности в выпуске. Коста просто дает силу и веру. Сегодня исполняется 164 года со дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Ливановича Хитагурова. Важную дату отметили в разных городах страны, но главные мероприятия провели в родном селе поэта. У нас такая семья, что мы все друг другу помогаем. Весь день в заботах и хлопотах. Гаяна Качмазова успевает везде: по хозяйству, в домашних делах и воспитании детей. Как сегодня живет современная сельская женщина, расскажем через несколько минут. Развитие энергетики и ЖКХ, расселение жителей из оползневых зон в Моздокском районе, реконструкция моста в Нагире и Центра пульмонологической помощи в Феогдоне. Эти вопросы во вторник на рабочей встрече в Москве обсудили глава республики Сергей Миняйло и заместитель председателя правительства России Александр Новак. Также речь шла о подготовке к празднованию в следующем году 250-летия присоединения Осетии к России и 240-летия Владикавказа. А с главой Минтранса России Виталием Савельевым Сергей Миняйло поговорил о развитии дорожного комплекса. В вопросе с Нагирским мостом республика рассчитывает на поддержку федерального бюджета. По плану в начале следующего года его начнут восстанавливать. Сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию. Речь шла и о строительстве и реконструкции сразу двух крупных автодорог – Владикавказ-Ардон-Чикалалис-Кен-2 и Гизель-Кармадон-Даргавт-Зорикау. На встрече затронули тему развития аэропорта, включая вопросы авиасообщения между Москвой и Владикавказом. Кроме того, в Минфине вместе с главой ведомства Антоном Силуановым обсудили возможности финансирования и поддержки из федерального бюджета по поручениям президента страны. В завершении рабочей поездки в столицу Сергей Миняйло посетил Российскую энергетическую неделю 2023. Тема «Новая реальность мировой энергетики. Создавая будущее». Ключевое событие форума – пленарное заседание с участием Владимира Путина. Президент особенно подчеркнул успешность программы социальной газификации, которая стартовала в 2021 году. Ее успешно реализуют и в Северной Осетии. Уровень догазификации превышает 94%, а задачи на 2021 и 2022 года выполнены на 100%. К 2025 году в республике планируют повысить уровень газификации до 98,17%. В своем выступлении Владимир Путин также заявил, долгосрочное развитие энергетического рынка – это стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье и топливо. И здесь глава государства уделил особое внимание ситуации со скачком цен на бензин и дизельное топливо, с которым мы столкнулись в последние месяцы. Правительство России уже приняло ряд решений, призванных вернуть ситуацию в нормальное русло. 30 лет на страже порядка. В Русском театре провели мероприятие, посвященное юбилею специального отряда быстрого реагирования «НАРТ». Председатель правительства Борис Джанаев торжественно наградил отличившихся в особых условиях служащих нагрудными знаками первой и второй степени. С 30-летием личный состав поздравили также глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильцахов, архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим и заместитель председателя парламента Асланбек Гутнов. Приветственным словом выступил командующий Северокавказским округом войск Национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Захаров. Огромное спасибо ветеранам нашим, те, которые стояли в основе создания, зарождения, развития традиций. В становлении этого коллектива спустя 30 лет внутри этих людей прежде всего преданность нашему государству и преданность интересам наших граждан. Тогда в начале 90-х наша страна переживала сложный период. Профессионалы своего дела были на страже безопасности в круглосуточном режиме. И сегодня каждый боец отряда продолжает доказывать свою эффективность
решать самые непростые задачи, показывать высочайший уровень подготовки. В республике продолжаются работы над одним из самых амбициозных туристических проектов – всесезонным развлекательным комплексом «Алания Парк». В данный момент на объекте завершают первый этап. Строят канатную дорогу вдоль горнолыжного склона, скоро начнут прокладывать инженерные коммуникации. Когда планируют завершить и какова общая стоимость самого крупного рекреационного комплекса в Северокавказском федеральном округе, расскажет моя коллега Дана Малышева. Тысячи метров над уровнем моря, как на ладони с одной стороны, заснеженная вершина горы Казбек, с другой вся Северная Осетия. Точка расположения колеса обозрения самая высокая в Европе. На 4 метра в глубину уходит фундамент. Рядом будет фудкорт, магазин сувениров, велопрокат, 20 кабин с кондиционерами. Это одновременно 120 посетителей. Необходимо еще навесить 4 кресла. Эти кресла не навешиваются до завершения работ по заливке монолитного перекрытия фудкорта, чтобы просто не испортить их. После завершения этих работ кресла будут смонтированы, и точно так же по колесу мы приступим к финальной пусконаладке. На первом этапе планируем мы выполнить работы по запуску фудкорта, колеса обозрения и канатной дороги. Канат уже протянули. Сначала проведут дефектоскопию, потом закрепят кресла, которые, кстати, испытают мешками с песком, имитируя вес человека. Сейчас к финалу подходит черновое профилирование горнолыжного склона с ночным освещением. Специально для искусственного оснежения построят водоем. На северном склоне работы в полном объеме обещают завершить к следующей зиме. Подпорная стена, которую уже возводят, будет разделять 2 зоны отдыха. Как говорят на стройплощадке, в первую очередь трасса длиной в 1700 метров специально для местных жителей. Канатная дорога будет работать до поздней ночи, поэтому владикавказцы даже после тяжелого трудового дня смогут насладиться впечатляющим пейзажем на абсолютно весь город. 8 миллиардов рублей – столько стоит самый крупный воскофо всесезонный «Алания Парк». Рекреационный комплекс со спа-центром, экотропами и магазинами с товарами местных ремесленников. На южном склоне откроют парк аттракционов с медицинским центром. Это станет нашим североосетинским Диснейлендом на 250 гектаров. Плюс сотни рабочих мест. Проект мечты совсем рядом с Владикавказом. Дана Малышева, Алина Меликова. Специально для программы «В итоге». Работы на водной станции идут активными темпами. Зона отдыха уже кардинально изменилась. Появились отдельные пешеходные зоны, тренажерные площадки. Скоро смонтируют и комнату матери и ребенка. В общем, все, что напоминало о той старой, местами заброшенной станции, уже далеко в прошлом. Сегодняшний проект реконструкции – это про благоустройство и комфорт горожан. Алана Томаева продолжит. Очертания новой водной впечатляют уже сейчас. Она стала намного просторней. Пешеходные зоны расширили на несколько метров. Раньше здесь с трудом расходились двое. Линии маршруты новых троп разные, так сделали не случайно. Прогуливаться будет интереснее. Над озеленением работает специалист. В каждом таком островке будут деревья. Их высадят больше сотни. Здесь же современная система освещения. К слову, всю электрику вывели под землю. Больше никаких проводов над головой. На водной появится комната матери и ребенка, питьевые фонтаны, санузлы и душевые кабины. Будет место для любителей волейбола. Рядом строят тренажерную площадку. Работу ведут на обоих озерах, правом и левом. Сейчас берегам выполнили мощение из булыжника. Вот вы можете видеть. Раньше здесь были, бетон был, но он не совсем так как бы подходит для и купания, и для отдыха. Да. Теперь это будет это озеро северное, оно как бы больше для такого отдыха. Может, какие-то водные будут аттракционы. От дорожки до берега здесь будет террасная доска. Но она будет смотреться хорошо, она современная. На каждом озере появятся пирсы по 5 метров длиной. Вокруг воды зоны для пикника. Это будут такие зеленые площадки с газоном. Рядом пляжи. И для детей, и для взрослых. Каждый уголок планируют сделать удобным и полезным для гуляющих. Большую часть работ на объекте завершили, говорят, позади 80%. Дело за малым. Формирование берегов чаш бассейнов у нас практически закончено. На сегодняшней неделе мы сдаем правое озеро. И с левым озером у нас порядка полмесяца мы тоже заканчиваем. Это что касается берегов. По отделке поверхности у нас брусчатка здесь в основном предусмотрена. И непосредственно пляжи и зоны пикников. Работ завершено очень много, порядка 80% у нас. То есть мы планируем к декабрю этого года завершить в части строительства почти все.
практически все. Ну, кроме насаждений зеленых, которые часть из них будет у нас высажена весной. Около 100 насаждений мы высаживаем вот сейчас, в ноябре. А остальные уже весной высаживают. Работы здесь ведут в 2 этапа. Первый предполагает модернизацию благоустройства самой водной станции. Второй еще масштабнее. Здесь появится аквацентр, гостиничный комплекс, парк водных аттракционов, кафе и рестораны. Начать планируют уже в следующем году. Мы бы хотели завершить это к концу 2026 года. Это в рамках нашего инвестсоглашения. Но будем стараться максимально ускориться. Проект достаточно капиталоемкий, он очень большой. Я думаю, это будет один из знаковых проектов нашей республики. Поэтому надо понимать, что это все, конечно, определенное время затребует. Те виды, которые сегодня делаются, это делается благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту, который нам помогла получить республика. И вот, собственно говоря, вот эту красоту мы можем наблюдать путем совместной деятельности. Первый этап завершат в конце этого года. В следующем планируют доработать озеленение. Застройщики заверяют, в новом купальном сезоне горожане и гости столицы уже смогут отдыхать на водной станции. Алана Томаева, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге». В мае прошлого года в Беслане начали капитально ремонтировать дороги и коммунальные сети. Часть объектов уже готова, а полностью их обещают сдать по графику к концу ноября. Проводить такие масштабные работы без дискомфорта горожан, конечно, сложно. Люди жалуются на перекопанные дороги, грязь и пыль. В администрации района и профильном ведомстве просят потерпеть временные неудобства ради будущего комфорта и делают все, чтобы ускорить процесс. Улица Заура Джибилова – одна из главных и загруженных дорог в Беслане. Готова на 50%. Новое асфальтобетонное покрытие максимально устойчиво к износу. И на что особенно обращает внимание подрядчик, с гарантией до 5 лет. Нагрузка, тем более в час пик, сумасшедшая. Поэтому здесь это просто необходимо. С техникой, материалами и рабочими проблем нет. Соответственно, ничто не должно сорвать сроки. Рабочих 18 человек. Они, укладываемся в работу. Работают с 8 до 5 вечера. Сколько техники? Техники тоже 6 КАМАЗов, трактор, укладчик. Вроде укладываемся в сроки. 20 ноября планируем сдать. Расскажите, что здесь уже сделали? Уложили асфальт, здесь установили бордюры. Реконструкция идет с мая по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Работа совместно с Министерством ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии. Это значит, сначала идет замена инженерных сетей, и только потом, после канализации, водопровода, ливневок, укладывают дорожную одежду. Изменения настолько масштабные, что без дискомфорта горожан не обошлось. Чтобы до дома доехать, порой бывает так, что тебе надо очень большой круг сделать. Это ладно, которые люди на машине. А когда вот после дождя, вот вообще пешеходам как добираться, я даже не знаю, такие улицы есть, что вообще не пройти, вообще никак. Насчет такси, чтобы вызвать, это целая история, целая эпоха. Водители жалуются, не приезжают, отказываются. Всегда пыль летит, на роликах можно упасть тоже. На велике тоже, на самокате тоже. Бежать когда тоже. Дело в том, что реконструкция преимущественно в центре города, там, где социально значимые объекты. Детский сад, музыкальная школа, колледж. По словам начальника отдела капитального строительства администрации правобережного района Заура Кабоева, в работе сейчас 12 километров. Это всего 8% от города. С опережением графика уже готовы улицы Маркова и Плиева. Вот этот момент создает довольно-таки серьезные сложности, то что проблема с проездом по Беслану, да, сейчас практически район бетонного завода у нас так проезда нету. Идет сообщение с остальными районами Беслана идет через улицу Красноармейская и Ватутина. Завершение всех работ у нас по реконструкции намечается ноябрь месяц. Немного надо потерпеть, и будет уже все
в штатном режиме у нас. Больше 400 миллионов рублей. Столько стоит реконструкция. Весь гарантийный срок подрядчики обещают обслуживать отремонтированные улицы Комсомольска, Карла Маркса, Энгельса, Батагова, Героев, а также переулок Пионерский. В следующем году в Беслане обновят 15 дорог. Дана Малышева, Алина Меликова, Мария Кутаева. Специально для программы «В итоге». Владикавказский завод «Бином» основали в конце 60-х для производства продукции по гособоронзаказу. Эту работу предприятие продолжает и сегодня. Вот только завод сейчас крайне нуждается в новой стратегии развития. Здесь постепенно начинают внедрять высокотехнологичное производство, закупают станки и готовы обучать на них молодое поколение. Тем более, что опытные специалисты есть. Залина Калманова продолжит. Вот чертеж полностью, значит, резистора. Я проверяю, смотрю, значит, общегабаритные размеры. Техническое состояние станков, условия труда сотрудников и, конечно, проверка конечного продукта. Трудовой день Василия Дзицоева расписан по минутам. На заводе «Бином» он уже 46 лет. Говорит, перепробовал все. Любимая работа просто не дает устать. Именно богатый опыт и сделал его одним из незаменимых сотрудников предприятия. И даже в свои 85 Василий Романович, как и прежде, энергичный и полный энтузиазма. Воспоминания хорошие, значит, когда я пришел сюда. Я же говорю, значит, на заводе тогда работало, значит, где-то 3,5 тысячи штатных работников было. Где-то, значит, около 12 цехов было, значит, на заводе работающих. Вот. Работать было легко, работать было интересно. Сейчас на заводе трудится всего 72 человека. Такой маленькой командой они выполняют большие гособоронзаказы. А исходная точка – заготовительный цех. Все детали именно здесь изготавливают с нуля. Сотрудники признаются, это непростая работа. Работа у меня очень интересная, которую я очень сильно люблю. И, естественно, она очень ответственная, потому что мы делаем детали, отливаем, часть отливается, другие детали штампуются, и там закладываются все размеры, которые должны быть. Естественно, ответственность очень большая, потому что это зависит от сборки. Когда они собирают резистор, то если какие-то бывают неполадки, то это на них отражается. На заводе всего 3 цеха, 2 из них заготовительные и самый основной сборочный. Здесь из маленьких деталей собирают резисторы 2 видов. Изделия поставляют в более чем 160 предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Особое внимание к качеству продукции. А это испытательная лаборатория, настоящий центр контроля качества. Здесь специалисты проводят тесты, чтобы полностью убедиться в том, что резистор соответствует нормам и готов к эксплуатации. А это климатическая камера, с помощью которой проверяют то, как изделие будет вести себя в условиях повышенной влажности. Резистор может находиться в климатической камере несколько месяцев. Так можно полностью исключить риск брака. Каждый аспект работы изделия анализируют, а после подтверждают его надежность и долговечность. Такой большой объем работы выполнить не так-то просто. Особенно сейчас, когда на заводе есть нехватка специалистов. Сейчас молодежь вообще не приходит работать. Нам не хватает рабочих рук, и вот мы подаем заявки, а на работу никто не приходит. Если даже приходят, то их интересует только заработная плата. Заработная плата, если высокая, и то они не хотят работать. Хотят только зарабатывать деньги, получать деньги большие. А работать никто не хочет. Тем более работа у нас очень мелкая, все под микроскопом. Несмотря на все трудности, предприятие все же продолжает развиваться. Здесь постепенно наращивают производство. А команда профессионалов прилагает максимум усилий и выполняет свою работу качественно и оперативно. Залина Калманова, Диана Кабалоти. Специально для программы «В итоге». К финалу подходит реконструкция системы водоснабжения в Змейской Кировского района. Об этом сообщил глава местной администрации Эльбрус Дзуцев. Там теперь долгожданные 42 километра суперсовременных труб с гарантией до 50 лет, а гидранты и колодцы в каждом квартале.
Сейчас перекопанные дороги асфальтируют. Работали по федеральной программе обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Выделили почти 200 миллионов рублей. По графику сдать объект должны 20 декабря, но закончить обещают уже в этом месяце. Осталось продезинфицировать новую сеть и установить регуляторы давления, специальные приборы, которые обеспечат бесперебойную подачу чистой питьевой воды. С этим у местных жителей всегда были трудности. Старые трубы уже почти что практически непригодные, там износ идет около 80-90%. У нас вода со старых труб практически уходит все в канаву. Из-за этого у нас нехватка воды. Ну, у нас трубопроводы с 1956 года, асбестовые трехметровые трубы, которые соединяются между собой муфтами. И дело в том, что причина о том, что трубы постоянно рвутся и вода у нас протекает из-за того, что между муфтами пролазят корни деревьев, и из-за этого вода не проходит. Проконсультироваться и пройти необходимое обследование бесплатно и без предварительной записи. Такая возможность была у жителей Владикавказа. В рамках Всемирного дня борьбы с раком молочной железы в республиканском онкодиспансере провели День открытых дверей. Принимали 5 ведущих специалистов Северной Осетии. В непрерывном режиме работал цифровой маммограф и 2 современных аппарата УЗИ. Свое здоровье проверили порядка 150 человек. При необходимости пациентов направляли на дальнейшее обследование. Работает с нами доктор УЗИ. Если бывает необходимость, мы направляем на УЗИ. Если вдруг или на УЗИ, или повторно мы обнаружили какое-то образование, выполняется тут же пункционная биопсия. Цитологи также работают вместе с нами. Ну и в дальнейшем, если обнаружено образование, если мы устанавливаем диагноз, то пациентка получает поэтапно все виды нашего обследования и направляется на лечение. Акция давно стала традиционной и получила название «Розовая ленточка». По словам организаторов, главная цель – профилактика и своевременная диагностика рака молочных желез. Врачи говорят, это главный залог успешного лечения. Привлечь людей, привлечь жительниц Северной Осетии к серьезной проблеме, которая в мировой практике занимает одно из лидирующих мест – это рак молочной железы. И дабы привлечь внимание не только к лечению, но к профилактике, к методам самообследования, к методам диагностики. Вот с этой целью проводится эта акция. И мы можем уже сказать, что буквально с утра еще до открытия, до начала этой акции наши коридоры были наполнены желающими пройти данное обследование. Сегодня в республике отмечают день рождения великого поэта, драматурга, публициста и художника Коста Хитагурова. Он прожил довольно тяжелую жизнь, оставил после себя внушительное творческое наследие и навсегда вписал свое имя в историю осетинской литературы. В этот день Коста Ливановича вспоминают не только в Северной Осетии, но и далеко за ее пределами. Однако главные мероприятия состоялись, конечно же, в родном селе поэта Наре. Подробности в материале Алены Агаевой. Мы приехали из Москвы и принесли любовь к вам. Начинаем. Праздник поэзии и искусства, он же день рождения Коста Ливановича Хитагурова. 15 октября 1859 года здесь, в селении Нар, началась история великого человека, художника, основоположника осетинской литературы. Почтить его память приехали жители и гости из разных республик, школьники и студенты. Коста актуален сейчас. Когда в мире так сложно, когда в мире идет борьба между светом и тьмой, Коста просто дает силу и веру в то, что свет победит. На горной вершине дом, известный каждому жителю республики. Дом, в котором Коста делал первые шаги. Сейчас это культурный музей. Увидеть элементы быта, старую кроватку поэта, детские записки и книги. Студенты и школьники с восторгом рассматривали каждую деталь. И это неудивительно. Сегодня они смогли соприкоснуться с историей. Вчера у нас в школе прошел грандиозный концерт, посвященный ко дню рождения Коста Ливановича Хитагурова. И мы решили вдобавок с нашей параллелью, 7 классами, собраться и
приехать с экскурсоводом в такое место, ну, чтобы дети познакомились с своей культурой, с историей своего родного края, узнали что-то для себя очень важно. Актеры Мариинского театра, оперные исполнители, танцоры и просто почитатели творчества Коста. Поэтический вечер провели в формате спектакля. Интересные необычные постановки, стихи, песни, в конце традиционный щинт. Гостям рассказывали о истории, традициях осетин и даже учили танцевать. Трогательные признания, слова благодарности. Этот вечер всем запомнится надолго. К нам подошел Чермен Хубаев. Говорит, у нас открывается творческое пространство «Алон» в Москве, в центре Москвы. Давайте там что-нибудь организуем. И он предложил поэзию Коста Хитагурова. Мы, конечно же, согласились, вдохновились поэзией и создали вот такой праздник поэзии, праздник любви, потому что Коста все-таки воспевал любовь, свободу и братство простого народа. «Вселенное Отечество мое», писал поэт. На поэтическом вечере сплелись множество судеб, наций, городов, и всех их объединила любовь к Коста Хитагурову. И пока люди продолжают чтить и помнить, великий осетинский драматург будет жить. Алена Агаева, Сармат Сугаров. Специально для программы «В итоге». О любви, мире и вере. В честь памятной даты на малой сцене Осетинского театра показали постановку по поэме Коста Хитагурова «Сей человек». Тема веры – одна из основных в творчестве писателя. Произведение посвящено описанию последних дней земной жизни Христа. Через стихи великий поэт рассказал о своих переживаниях и размышлениях о роли человека в мировой истории. Показал силу духа, которую Сын Бога обнаружил, идя на казнь. Очень горжусь, что эта роль перепала мне, очень рад этому. Приятно, что сегодня на спектакле были вот именно школьники. Наша цель была именно школьникам показать этот спектакль, чтобы они знали его произведение, знали его судьбу, тяжелую жизнь. А в Национальной библиотеке провели выставку работ воспитанников 95-го детского сада. Вместе с родителями ребята подготовили рисунки, стихи и танцевальные номера. Также по мотивам произведений Гино и Рафиял состоялась премьера пластилиновых мультфильмов. Кружок по мультипликации в детском саду работает уже 3-й год. Организаторы отметили цель привить любовь к родному языку и культуре, а также к творчеству Коста Ливановича Хитагурова. К мероприятию готовились не только дети, но и взрослые. Коллектив детского сада. Взрослые покажут сценку, будет и взрослый танец. Работа по хозяйству, затем домашние хлопоты, а еще огород, пасека и, конечно же, семья. Весь день у героини нашего сюжета Гаяны Качмазовой проходит в делах и заботах. Как к тяжелому труду женщина привыкла, в селе иначе никак, все так живут. Да и работа приносит радость, когда рядом дружная семья. Наша съемочная группа побывала в гостях у Гаяны и узнала, как сегодня живет современная сельская женщина. Слово моей коллеге Зарасе Калоевой. Коровы Марфа и Диана каждый день возвращаются с поля в 7 часов вечера. У ворот их всегда ждет хозяйка Гаяна Качмазова. Подзывает их ласково по именам, а перед тем, как привязать, обязательно погладит. Так она готовит их к дойке. Говорит, у каждой коровы свои привычки и даже характер. Доильного аппарата у Гаяны нет. Хрупкая женщина все делает своими руками. На это уходит минут 10 на одну корову. 20 минут утром и еще столько же вечером. Это почти 40 литров чистого парного молока в сутки. Из него Гаяна делает натуральный осетинский сыр. Такой надой дает не каждая порода, рассказывает женщина. Например, за Марфой не раз приходили покупатели. Но, как говорится, такая корова нужна самому. Это порода ярославская. Очень хорошая порода, молочная, жирная. Еще много первотелок и 13 бычков. Хозяйство большое, свободного времени у Гаяны практически нет. В 5:30 утра она уже на ногах. Сейчас, к примеру, мать 4 детей делает заготовки на зиму. Помидоры, перец, чеснок, зелень и все из своего огорода. Вот это все наше домашнее. Вот у нас чистые экологические продукты. В этом году урожай выдался особенно богатым. У семьи есть яблоневый сад. Чтобы фрукты были вкусными и сладкими, за деревьями тоже
тоже нужно ухаживать. Есть и своя пасека. Мед собрали буквально недавно. На вопрос, тяжело ли физически, Гаяна Качмазова отвечает, что уже давно привыкла. Говорит, сама выросла в селе и домашние работы приносят только удовольствие. Тем более, когда рядом такая большая дружная семья. У нас такая семья, что мы все друг другу помогаем, понимаем друг друга. Когда мы что-то планируем, мы сидим и советуемся, да, всегда. Прислушиваемся друг к другу. Я попала в хорошую, дружную семью. И пусть работать приходится с утра до позднего вечера, без выходных и в любую погоду, Гаяна ни на что не готова променять свой привычный уклад. О Международном дне сельской женщины она никогда раньше и не слышала. Зато теперь у Дзырановых есть еще один хороший повод собраться за столом своей большой и дружной семьей. Зара Соколоева, Георгий Гагиев. Специально для программы «В итоге». Уютные вечера у костра, самобытность культур народов Северного Кавказа и секреты национальной кухни. В ЦЕИ завершился фестиваль «Горянка». Его организовали, чтобы сблизить молодежь братских народов. А еще это прекрасная возможность узнать больше о традициях и обычаях друг друга. Именно поэтому участники привезли с собой рецепты любимых блюд, а еще национальные танцы и песни. О творческом симбиозе в материале Аланы Томаевой. Вот так на одной небольшой кухне сегодня уживаются сразу 4 национальности. А если точнее, ладят. На печи по чеченскому рецепту варится мясо, в печи по-остински запекается пирог. Сладкий, искусно украшенный каравай, сытные чуреки и ажурные блины. Все очень красиво. И жаль, аромат не передается через экран. Блюда гости выбирали не случайно, готовят только самые любимые. Это чеченское блюдо, жижигал наш. Мясо с галушками и с чесночным соусом. Еще одна кухня под открытым небом. В котлах на кострах традиционно варят сразу несколько мясных блюд. Следят за процессом мужчины. К делу относятся серьезно, с периодичностью помешивают и приправляют. Варится баранина, рядом говядина, рядом баш. Сколько времени надо? Ну, если этот барашек молодой, до 2 лет, то максимум 1,5 часа. Этому барашку где-то около часа, 1,5-2 грубо. И будет очень вкусно. Фестиваль собрал больше 50 участников. Они представляют кабардинскую, чеченскую, русскую и осетинскую культуры. Обязательное условие – приготовить несколько национальных блюд, показать традиционный танец, исполнить песню на родном языке, продемонстрировать умение играть на музыкальном инструменте. Мы очень рады присутствовать на данном мероприятии и хотим поблагодарить руководителя фестиваля Касаева Асламбека и всех организаторов. Очень важно, что такие мероприятия проводятся у нас на Кавказе. Это сближает наши народы. И я надеюсь, что это не последний фестиваль. Форум рассчитан на 5 дней. За это короткое время участники узнали много о культуре, истории и традициях других национальностей. Попробовали впервые готовить, узнавали новые рецепты, разучивали мелодии, а главное, очень подружились. Все свободное время проводили вместе, грелись у костра, любовались природой. И сейчас каждый из участников твердо уверен, его всегда ждут в гости. Очень сдружились, честно. Вот мы сегодня должны уезжать, не хочется, совсем не хочется. Хочется проводить еще больше. У нас каждый вечер мы сидим вместе, слушаем музыку, танцуем, поем. И все сдружились. Ну, конечно, мы обменялись номерами, чтобы как-то связываться, не хотим теряться. Организовали фестиваль Комитет по делам молодежи Северной Осетии, Центр военно-патриотического воспитания, Министерство республики по национальной политике и внешним связям. Главная цель – показать многообразие культур народов Северного Кавказа. Задачей справились. Разработали программу, разработали тайминг, пригласили участников северокавказских республик, чтобы они показывали свои умения в национальной кухне, в национальных танцах, в песнях и в игре на национальном инструменте. Такие 4 номинации, но это не конкурс, это фестиваль. 1, 2, 3 место мы присуждать не будем. Главная задача – это чтобы на Кавказе царило взаимопонимание между народами, дружба, и чтобы мы друг у друга учились культуре. Фестиваль проводят в первый, но не в последний раз. В планах сделать его масштабнее и приглашать еще больше участников. Алана Томаева, Сармат Сугаров. Специально для программы «В итоге».
В Северной Осетии в разгаре очередной сезон охоты. Наша республика – одно из самых популярных мест для охоты на тура и кабана. Ради этого сюда приезжают сотни человек со всей страны. Но прежде чем отправиться по следу зверя, следует ознакомиться с соответствующим законодательством, а также получить все необходимые разрешения. Обо всем, что нужно знать, отправляясь за добычей в лес, подробнее расскажет моя коллега Тамила Акцоева. В лесу надо и тихо говорить, и дверями желательно не хлопать. Понимаете, это вот старшие нас в свое время учили охотники, что вот лес – это храм. Такое бережное отношение появилось много лет назад, когда он впервые побывал в лесу. Здесь все другое, рассказывает старший охотинспектор Марат Нугзаров. И воздух, и атмосфера. Вдали от городского шума, суеты можно побыть наедине со своими мыслями. Даже если ты входишь с оружием, нужно соблюдать правила и относиться к природе с должным почтением. И тогда она заберет весь негатив и подарит незабываемые эмоции. Охота – это древнейшее занятие, благодаря которому люди выживали. Это потом уже начали земледелием заниматься и так далее, правильно? Выживали за счет охоты. И поэтому это древнейшее занятие, оно сохранилось, видимо, и сейчас. Вот у нас азарт вот этот в крови какой-то. Но есть охотничий кодекс. И он очень простой. Не брать лишнего и уважать животных. Особое внимание безопасности. Перед началом групповой охоты подписывают специальный документ и проводят обязательный инструктаж. Потом выбирают старшего и 2 помощников. У каждого участника свой номер и задача. Первое, что мы говорим, не стреляйте матку. Допустим, при охоте на кабана у них матриархат. Впереди идет матка, ведет табун. Матку категорически никто не стреляет. Чем крупнее табун, тем больше маток идет впереди. Поэтому отстреливается какая-нибудь слабая особь, идущая сзади. Кабан очень часто питается на полях фермеров. Кукуруза – любимое лакомство. Животные выходят из леса и протаптывают тропинки. По этим следам их и отслеживают специалисты. Они вообще тщательно следят за их рационом. Ставим на тросе вот так. Обратите внимание, что здесь отверстие. Здесь в лесу бывает домашняя скотина. И скотина съедает корм. Значит, что мы придумали? Корм диких животных. Значит, засыпаем половину кукурузы. Кабан толкает, кукуруза высыпается, он кушает. А скотина не понимает, что надо толкать. Значит, коровы, они подойдут и стоят. А кабан толкает, корм высыпается, и он гоняет ее повсюду, а корм сыпется, он поел и ушел. В нашей республике 4 охотничьих хозяйства общей площадью больше 500 тысяч гектаров. 427 тысяч закрепленные, 102 государственные. Государственные в общем доступе. Перед охотой нужно получить разрешение. Его выдают в Министерстве природных ресурсов и экологии. В этом году на сегодняшний день в республике выдано 3668 разрешений. Из них, значит, на общедоступные охотничьи угодья выдано 3 серны, 3 медведя, 7 туров. Охотничьи угодья охраняют регулярно. В последнее время, по словам специалистов, браконьеров в республике стало гораздо меньше. Но защищать леса стало труднее из-за хорошего оснащения нелегалов. Тепловизоры, квадрокоптеры и другая специализированная техника усложняет работу инспекторов. Мы сами оснащены тоже и тепловизионными приборами, и камерами нагрудными. Также у нас имеется и квадрокоптер. При необходимости мы его тоже запускаем. Хотим сейчас второй квадрокоптер приобрести с тепловизионной камерой. Работа в этом направлении ведется. В нашу республику также приезжают много туристов во время охоты на тура и серну. Он начинается с 1 августа, но самый большой наплыв бывает под конец сезона до 30 ноября. Жара спадает, и животные спускаются ниже, поэтому и выследить их становится легче. Но все они должны придерживаться правил, а у местных есть собственные традиции. Сезон начинается здесь. Охотники приходят, чтобы помолиться о вшате и взять благословение. Только после этого они берут в руки оружие. Для них это не просто азартная прихоть, а целая культура, которой нужно учиться и знать ее правила. Если ты уважаешь лес, он бывает благосклонен в ответ, говорит Марат Нугзаров. За столько лет он понял, что природа – это источник силы, а еще вдохновение, благодаря которому появляются целые сборники авторских стихов. Где нахожу я нужные слова? Дают мне их цветы, трава, листва. А птицы, что весной в лесу поют, мне рифму на слова мои дают. Мне все дают деревья, ветки, почки. Я лишь посредник жалкий между ними. Бессовестно присваивая строчки, нескромно объявляю их своими. Тамила Акцоева, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге».
Это были все новости уходящей недели. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.